как быть всегда радостным трудно, дорогая моя. Всегда радостным быть не обязательно. Если вы чрезмерно будете радостными, а потом баланс будет, вам придется слишком радоваться и слишком грустить. Лучше вы держите средину. Поэтому лучше имейте спокойный, тихий радость. Вот это, от этого будет больше польза. Но иногда порой научитесь радоваться, потому что в жизни много, скажем, трудностей, депрессивности, проблемы. Понимаете? Научитесь, пожалуйста, радоваться. Найдите то, что вас радует. Займитесь спортом. Меня вдохновляет молитва, меня вдохновляет спорт. Я люблю музыку. Я пою, когда мне надо. Это нужно делать, потому что вы должны свое сердце раскрыть, душой быть. Человек, который не умеет плакать, он не умеет смеяться. А человек, который не умеет плакать, смеяться, это просто зомби. Поэтому будьте спокойными, научитесь спокойно, тихо радость воспитать в себе. Это очень сильно помогает. Спокойно, тихо радость. Это очень сильно. Это позволяет вам быть уравновешенными. Какую часть денег я рекомендую тратить на путешествие? 1 месячная зарплата в год. 1 месячный доход тратьте, пожалуйста, на путешествие вашей семьи. То есть, если ваш доход семьи $2000, вот $2000, весь доход семьи, можете 1 месячную потратить на путешествие всей вашей семьи. Начните с того места, где поближе к вам. Если ваш доход семьи маленький, начните с того места, где вы поближе к вам. Вот. Дальше. Я сколько успею, буду отвечать хорошо. Ассаламу алейкум, у меня нет возможности поступить в университет. И я хочу после 18 заниматься бизнесом. Что вы советуете мне? Мустафа, да? Мустафа Зода. Дорогой мой, я бросил 3 вуза. 3 вуза бросил в 96 году. Я закончил 95 год, пришел в 95 году. 3 вуза бросил, потому что денег не было учиться. Видишь, я же смог стать кем-то в жизни. Поэтому я бросил учебу, то есть 3 вуза, и пошел работать, чтобы потом учиться. Но когда я научился чуть-чуть зарабатывать, все заработанные деньги вложил в свои мозги. Вот именно так я добился успеха. Понимаете? Именно так я добился успеха. Будешь работать над собой, будешь вкладывать. Сначала иди работай, если не можешь поступить в университет, иди, пожалуйста, работай, а параллельно все равно учись. Параллельно все равно учись. Не оставляй свою жизнь на самотек. Как стать моим учеником? Кто пишет, как стать вашим учеником? Сначала читайте мои книги, а потом попробуйте попасть на мои тренингах. Если вы показываете результат, если я вижу, что вы на самом деле работаете над собой, если я вижу, что вы действительно стоите человек, который я могу вкладывать свое время и жизнь, я с радостью буду помогать вам. У меня бизнес-магазин. Что советуете? Спасибо заранее. Если у вас бизнес-магазин, фокусируйтесь, пожалуйста, на трех вещей. Если у вас магазин, если я не знаю, магазин продукт или одежды и так далее, я не понял, какой магазин у вас, но фокусируйтесь на 3 вещей. Первое. Вам надо стараться сделать так, чтобы 60-70% ваш продукт оборачивалось. Это означает, что управляйте портфель продукта хорошо. Это очень важно. Чтобы не получить, например, если у вас в магазине на $10 000 товар, хотя бы у вас месячный оборот должно быть 6-7 тысяч $. Чтобы 60-70% ваших деньги оборачивалось. Я часто вижу, что у людей, например, в магазине $100 000, но всего на $20 000 у них оборачивается товар. Огромное количество капитала просто замораживается. Это большая проблема. Потому что они не управляют портфель продукта. Первое, что вы должны делать, управлять портфель продукта. Второе. Если у вас магазин, значит вы занимаетесь торговлей. Фокусируйтесь на своих продавцов. Профессионализм ваших продавцов большую роль играет, большое значение имеет. Работайте с ними, обучайте их, это очень важно. Они принесут вам доход. Третья вещь. Всегда оборотные средства никогда не берите. Ведите учет, контроль правильно, чтобы бизнес обеспечить всегда оборотными средствами. Это необходимо, что в вашем бизнесе всегда было оборотные средства. Если оборотные средства уменьшаются, у вас резко падает доход. Поймите правильно, никогда не берите от бизнеса себе деньги, не тратьте на свои нужды. Себе ставьте фиксированную зарплату, и все. Во что надо начинать инвестировать?
Но первые деньги, если у вас небольшие суммы денег, инвестируйте в свое образование. А потом, первая ваша инвестиция должна быть в образование. Вторая вещь должна быть инвестиция, краткосрочные деньги. То, что могут оборачиваемость создать, краткосрочные деньги это то, что быстро оборачивается. Это торговля, это услуга и так далее. Вот это очень-очень важно. А если найдете, например, если вы самому не хотите заниматься бизнесом, тогда просто инвестируйте в тех бизнесах, которые именно в этих направлениях есть. В нашем рынке только-только появляются акции, облигации и так далее. Акции, облигации для нас это длительный период. То есть деньги, которые на длительный период. На них можете тоже инвестировать, но небольшой сумма своего капитала. Где-то 10-15%. Я обычно делаю 10% своего капитала, как долгосрочная инвестиция в ценные бумаги, а все остальное нет. Когда кино выходит в интернет? Это, наверное, пока нет, после Нового года, может быть, будет. В Казани будет прокат фильма. Обязательно в Казани будет. Салом сол агар шмота савур кунетки шмота мумам пульнадорет шмаскадом бизнес армикарит. Вот. Можно говорить на русском, правильно? Мне задают парень вопрос, что представьте, что у вас не было бы бизнеса и не было бы денег. С чего начинали бы? Я стал бы продавцом. Если у меня сейчас денег не было бы и ничего не было бы, я пошел бы, начинал бы стать продавцом. Я стал бы продавцом и начинал бы просто продавать. Это самый лучший, можно сказать, на сегодняшний день, самый лучший способ и быстрый способ добиться что-то в жизни. Самый быстрый способ. Вы начнете сначала работать продавцом. Вы будете сталкиваться с отказами, вы будете сталкиваться с неудачами. Зато вы закаляетесь, а потом вы растете. Вы поймете, как зарабатывать деньги. Постепенно, потом вы психологически вы будете преодолеть себя. Тогда у вас будет нормальный успех в будущем. В том сфере, продукт, который вам нравится, его начните продавать. Работайте на комиссионный, накопите чуть-чуть капитал, а потом займитесь торговлей. И у вас дело пойдет нормально. Но помните, учитесь, чтобы у вас формировалось сознание, как управлять. Вот. Как правильно общаться с бизнес-партнерами? Надо научиться вести переговоры. Почему? Технология ведения переговоров состоит от много этапов. Есть одноразовые переговоры, а есть многократные переговоры, многоэтапные переговоры. Когда вы работаете партнером, это многоэтапные партнеры. А каждый этап имеет свою структуру, свою схему. Найдите, хотя бы прочитайте десятка книг по этому поводу. В Москве можно увидеть ваш фильм? Да, скоро мы еще запускаем широкий прокат, иншаллах, по Москве. Что скажете про криптовалюты? Криптовалюты, смотрите, в криптовалюте я не зарабатывал, честное слово, у меня нет опыта в криптовалюте. Мой принцип жизни такой, я обучаю то, что сам делал. Я обучаю то, что сам пережил. То, что у меня есть реальный опыт, я это могу обучать вас. Я не могу вас обучать то, что я сам не делал. Поэтому найдите людей, которые в криптовалюте хорошо зарабатывали, посоветуйтесь у них. Они вам скажут, как лучше делать. Я сейчас учусь. Через дальний момент в криптовалюте, нанимал тренера, который мне помогает, консультирует по криптовалют, объясняет мне, как что делать, чего делать. Я когда учусь и буду зарабатывать немножко криптовалют, только тогда буду об этом говорить. Очень благодарен вашим книгам. Хочу понять, все время лень берется, имея малый бизнес в сфере фруктов и овощей, пока мало покупателей, как идти в цели, чтобы народ ходил к нам. Запомните, народ всегда будет ходить к вам, если вы постоянно делаете что-то новое, если вы постоянно улучшаете свой бизнес и свою презентацию, свой витрин и так далее, и так далее. Народ всегда будет ходить к вам. Помните, вам нужно внутри иметь вовлеченность к своему бизнесу. Когда вы любите свой и вовлеченность имеете, и постоянно думаете о своем бизнесе, это уже автоматом привлекает к вам успех больше. Это у вас к вам больше и больше будут привлечь успех. Делайте этого. Не ленитесь. Лень это бывает. Что такое лень? Лень это отсутствие цели. Лень это отсутствие цели. Как
цель появится, лень исчезнет. Это похоже, что темнота существует, темнота есть, пока появляется свет. Включите свет, темнота исчезнет. Лень похож на этого. Стоит, чтобы у вас появился достойный цель, чтобы появился, вы вообще не будете уставать. И вообще лень куда-то исчезнет навсегда. Здравствуйте, как можно открыть свой салон? Работает 10 лет на кого-то. Очень просто. Топлаш, да? Очень просто. Составьте бизнес-план. Если вы 10 лет работаете где-то в салоне, значит вы хорошо знаете эту работу. Не бойтесь. Просто начните составить план. Если вы не знаете, как это делать, просто возьмите какой-то консультанта, который немножко упакует ваши знания. Вы 10 лет, если там работаете, если 10 лет работаете, это несложно помочь вам просто упаковать ваши знания. За 10 лет вы накопили навык умения. Теперь вам надо обналичить эти знания. Понимаете? Вам надо обналичить свои собственные знания. Обналичить. У вас она накопилась внутри, она у вас есть вон тут. Но его надо вытащить оттуда. Вам мешает просто неуверенность. Чуть-чуть, а нехватка просто административного управленческого опыта. А если вы возьмете сейчас консультацию у кого-то-нибудь, кто поможет вам чуть-чуть легкий бизнес-план составить, или поможет вам чуть-чуть в это направление, вы подниметесь. Просто начните. Дорогу осилит и души. Начните, пожалуйста. Как копить деньги? Найдите книгу «Я и деньги», пожалуйста. Там есть модель счета управления семейный бюджет. И возьмите по этой системе, работайте. Фиксируйте себе, фиксированная цена, сумму ставьте себе, пожалуйста. Найдите книга «Стать богатым может каждый» или «Я и деньги». Это одна и та же книга. Мы его выпускали средний язык под названием «Я и деньги». Москва выпускает его, Эксмо выпускает его по названию «Стать богатым может каждый». Там есть система, модель управления семейным бюджет, при которой любой из вас, неважно какой доход вы имеете, вы дойдете до уровня финансовой стабильности. Попробуйте это делать, пожалуйста. Вы однозначно добьетесь успеха. Как вы думаете, огромное количество людей выбрались из долгов и построили себе денежный поток, построили себе бизнес, прочитая мои книги? Если эти книги не были бы полезными, этого не было бы. В протяжении сколько лет мы получаем постоянно благодарность. Огромное количество людей нам пишет. Поэтому попробуйте. Попробуйте, и вы получаете. Там есть специальная модель счета управления семейным бюджетом. Спасибо. Вы тоже мудрые. Если вы видите во мне мудрость, значит вы способны слышать. Для человека, который умеет слышать, умеет учиться, я даю очень много знаний, очень много информации. Но для человека, который не понимает, это не поможет ему. Есть в одном моем книге, я написал такой: можно давать совет, но невозможно давать ум, чтобы люди этот совет использовали. Дело в том, что каждый человек в жизни способен видеть то, что он способен. Глаза человека видят то, что способен его ум. Уши человека способны слышать то, что способен его ум. Например, я сейчас разговариваю с вами, у кого-то уши закрыты. Он в своем мире живет. Он в своем мире живет, своим приколом, своим мышлением ходит. Понимаете? Поэтому он по-своему мыслит. Потому что у него не дано ум, чтобы это понять. Такова природа человека, ничего не поделаешь. Понимаете? Поэтому это закон, природа жизни человека такой. Уши человека способны слышать то, что позволяет его ум. Глаза человека способны видеть то, что позволяет его ум. Поэтому одни люди видят возможности, другие не видят. Одни люди, когда слышат совет, они понимают, пойдут делать, а другие нет. Другие будут сидеть по-прежнему. Здравствуйте, когда будут офлайн семинары в Алмате? Офлайн, по-моему, в ноябре. В ноябре, иншаллах, будет. В ноябре, иншаллах, будет в Алмате, по-моему, в ноябре по графику стоит. Конца ноября, что ли, или в начале декабря. В декабре, 5 декабря будет большой форум. 5 декабря в Туркестане, я впервые об этом говорю, 5 декабря будет большой форум. Со мной будут 3 или 4 мои ученика, которые выросли до миллионера. До сегодняшнего дня с помощью Аллаха $36 миллионеров я вырастил. Своих учеников. И мы все будем говорить, как мы заработали свой первый миллион. В Туркестане 5 декабря. В Туркестане будут рексисы. Рексисы будут добро пожаловать. Там мы будем говорить, 3 или 4 мои ученика будут со мной.
Будут со мной выступать только мои ученики, которые уже сами заработали свои миллионы. Это же здорово, это круто. И будут говорить, как заработать, тема будет такой, как заработать свой первый миллион. Каждый из них будет об этом рассказывать. Это вообще круто. Да, в Туркестане, да, именно. В Туркестане в этом, за Чимкент, там же есть Туркестан. Я решил, что теперь буду вести только со своими учениками, потому что это результат моего труда, который я пахал столько лет и вырастил. Это для тех людей, которые действительно хотят стать успешными. И, пожалуйста, вы можете потом им задавать вопрос, видеть, как мы это с учениками делали. Спасибо, спасибо, спасибо. У меня самая благородная аудитория. Я благодарен вам, ребята. На самом деле, ваша благодарность вдохновляет. Честно скажу вам, ваша благодарность очень вдохновляет. Она сильно помогает. Очень сильно помогает.